А, Насчет суда над Райханом Тулюгоновым я хочу сказать, что каждый раз отодвигают заседание суда в связи с тем, что ни одного доказательства не нашли, нету заявления от потерпевших, нету толком свидетелей событий мародерства. То есть все их доказательства рассыпаются и не могут нормально сделать открытое судебное заседание. Нарушаются все законы, нарушаются все права, то есть презумпция невиновности, нарушается вот этот закон о презумпции невиновности, потому что, в принципе, Райхан Тулюгонов, он идет как свидетель этих событий. Это вот, во-первых. Во-вторых, была такая ситуация, что уже была приступ стенокардии у Райхана Тулюгонова. И по поводу этого никакого диагноза, заключения медицинского нету. То есть к нему даже толком врачей не допускают. Значит, мы сейчас хотим, чтобы его хотя бы в связи с его возрастом, в связи с его состоянием здоровья, хотя бы в больницу перевели. По этому тоже вопросу никаких ответов. Прокурор не дает никаких разрешений. Значит, адвокаты толком не дают даже выступить, даже обосновать, что значит, справки дать по состоянию здоровья. То есть, нарушаются все права, значит, права того, что опять-таки презумпция невиновности, если он не виновен, если его не доказали. Почему хотя бы перевели бы или в больницу, или бы перевели бы на домашний арест? Райхан Тулюгонов, он не убежит, он будет до конца стоять, он даже в связи с его характером, он не убегает, никуда не уходит, он до конца стоит.